Сегодня День славянской письменности и культуры. Отмечать его начали в середине XIX века. С 1986 года в Советском Союзе стали проводиться региональные торжества. Первым был праздник письменности в Мурманске. В современной России статус государственного праздника приобрел в 1991 году. День славянской письменности и культуры еще и церковный праздник. Православные христиане чтут святых Кирилла и Мефодия. У праздника есть и свои традиции. В этот день сводные хоры по всей стране исполнят гимны, хоровые песни и церковные псалмы. На лестнице Чувашского драматического театра 1012 человек. Именно такой сводный хор собрали сегодня. Управляет всеми главный дирижер, народный артист России и Чувашии Марис Яклашкин. Собрались очень много детей из разных регионов нашей республики, сел и города представлены. Где-то, наверное, в этом году это будет, наверное, 1000-й хор. Но мы, Чувашская республика, очень певучая республика. Вот. Дети любят петь. И очень отрадно то, что дети с малого возраста именно привлекаются к такому хоровому исполнительству. Нынешний год юбилейный. Считается, что азбука появилась в 863 году, и в 2023 ей исполняется 1060 лет. Не случайно 23 год в СНГ назван годом русского языка, как языка межнационального общения. О значении русского языка говорил глава Чувашии Олег Николаев. Напомнил, в этом году республика отмечает 175-летие Ивана Яковлева, создавшего чувашский алфавит на основе русского. А значит, сложно переоценить то, что создали более 1000 лет назад два брата-проповедника – Кирилл и Мефодий. Мы сегодня вспоминаем имена Кирилла и Мефодия, которые своим трудом, своим делом, с одной стороны, нам дали возможность говорить, понимать, а самое главное – излагать мысли на бумаге в виде слова. Ну и тем самым сохранять эти мысли для будущих поколений, а самое главное – создавать произведения различного назначения. Так будем помнить наше прошлое, будем знать, кто мы есть, и будем уверенно шагать вперед. С праздником, дорогие друзья! Сводный хор, кроме государственных гимнов, исполнил и гимн, посвященный братьям Кириллу и Мефодию. В программе концерта также были песни «Жаворонок» Филиппа Лукина и «Широка страна моя родная» Исаака Дунаевского. Татьяна Молкова, Николай Скворцов, Республика.